Всем добрый день. Меня слышно, да? М. Добрый день, коллеги. Всем, кто подключился, можете также в чате написать организацию, с какого района и контактные данные, чтобы мы после вебинара вам направили материалы и также получать нашу рассылку по всем будущим вебинарам и нашим мероприятиям. Сегодня мы поговорим о критериях оценки заявок на конкурсе грантов главы республики в 2021 году. Меня зовут Сардана Григорьева, я эксперт-аналитик Единого ресурсного центра. Если будут какие-то вопросы, можете писать в чат, да, когда идет вебинар, а потом уже в конце мы будем отвечать на ваши вопросы. Немножко подождем, да? Ровно 15:00. Так, вижу, Сунтар подключился. Чурапчинский район есть, Устьянский. Анабарский. Также мы принимаем заявки на экспертизу. Можете нам писать на рабочий телефон, писать, звонить. Делаем консультации онлайн. Экспертизу проектов делаем, если вы нам отправляете. Можете на почту отправлять, можете в WhatsApp отправлять, логин, пароль, да, от вашего аккаунта. И можем прям зайти на ваш личный кабинет и там посмотреть заявку. На экспертизу заявки пока принимаем, да, пока большой волны заявок нету. Как только время появляется, мы стараемся всех проверять. Как тут назад сделать, что у меня не нажимается? Все. Угу. Начнем, наверное, да? Так, как я говорила ранее, сегодня мы поговорим о критериях оценки заявок на конкурсе грантов главы. Вообще, согласно порядку проведения конкурса, да, и положению, существует 10 критериев оценки заявок.
Их вы можете увидеть на слайде, они также есть в порядке указаны. Это актуальность и соцзначимость проекта, логическая связанность и реализуемость проекта, инновационность, соотношение планируемых расходов на реализацию проекта и его ожидаемых результатов, реалистичность бюджета проекта и его также обоснованность, масштаб реализации проекта, собственный вклад участника конкурса, опыт участника конкурса по успешной реализации программ и проектов, соответствие опыта и компетенции команды проекта, также информационная открытость и участника конкурса. Сегодня мы на вебинаре рассмотрим критерии оценки. Каждый критерий разберем. И я буду вам давать вопросы для самопроверки, да, то есть как смотрит эксперт на вашу заявку. Если смотреть вот диапазон баллов, то по каждому критерию от 0 до 10 баллов оценивается проект. И на слайде вы можете прочитать, что 9-10 баллов – это высший уровень, соответствует оценке «отлично». 0-2 балла могут поставить, если оценка неудовлетворительна. И также вот средний уровень и уровень ниже среднего есть. Методические рекомендации по оценке заявок, да, можете посмотреть на сайте Фонда президентских грантов, можете себе скачать и можете по ним также руководствоваться, потому что Фонд президентских грантов и гранты главы критерии оценки одинаковые. То есть 10 критериев в этом конкурсе и гранты главы также 10 критериев. И примерно вот оценивание проектов по баллам можете также посмотреть по каждому критерию в этих методических указаниях, и вообще будет интересно там почитать. Первый критерий у нас – это актуальность и соцзначимость проекта. Вопросы для проверки. Вы можете именно вот по этому критерию задавать себе вопросы. Сформирована ли проблема для каждой из указанных в заявке целевых групп? То есть если вы указали одну целевую группу, вы рассматриваете проблему этой группы. Если их указано у вас 2, то вы рассматриваете именно проблему этих 2 целевых групп. Предложены ли в заявке собственные формулировки целевых групп? Этот вопрос подразумевает, например, да, если вы берете жителей какого-то населения, можете там прям прописать население села, например, какого-то, или дети в возрасте от скольки-то до скольки-то лет, молодежь, например, можете именно возраст какой-то взять и так далее. Или можете, например, люди там не с ЭБЗ, да, общие какие-то вот целевые группы, а именно с каким-то заболеванием, например. Описаны ли проблемы целевой группы на всей выбранной территории реализации проекта? Если деятельность проекта ведется в более чем одном населенном пункте, районе, то описаны ли проблемы целевой группы в каждом населенном пункте, районе? То есть если вы берете проблему, которая... Если у вас проект, география проекта, например, на целый район, да, вы берете и описываете проблему, которая есть в этом районе, можете отдельно в населенных пунктах также описывать и так далее. То есть у вас должна быть обязательно привязка проблемы к географии и целевой группе. Описано ли, почему проблема не решается имеющимися на территории ресурсами? То есть если у вас проект, например, на улучшение материально-технической базы школы, да, именно вот направлен работа с детьми. Почему за средства, например, вот школы невозможно приобрести то-то или то-то, да, и, например, открыть какие-то дополнительные курсы доп. Образования и так далее. То есть вы описываете, почему у вас именно вот на территории вашей не получается решить проблему именно ресурсами, например, местного муниципалитета. Приводятся ли в обосновании социальной значимости конкретные количественные показатели, подтверждающие наличие проблемы у целевой группы? То есть это именно обоснование, да? Сколько у вас в селе, в населении или в районе
количество вот именно вашей целевой группы, например, сколько-то пожилых, молодых сколько-то и так далее. Можете в виде вот в процентном соотношении писать или конкретно писать количество. Имеется ли подтверждение актуальности проблемы в виде результатов сторонних исследований? То есть вы можете ссылаться на на какую-то статистику, исследования, которые до этого делались именно на вашей территории по этой же проблеме, да, и так далее. Указаны ли результаты работы организации, в том числе и по ранее полученным грантам, субсидиям и прочим, и собственное видение проблем целевой группы на основе собственных наблюдений, опросов и интервью. Очень важно вот при обосновании, например, приводить результаты вашего мини-опроса, это может быть мини-опрос, анкетирование и так далее. Описаны ли конкретные улучшения, которые наступят для каждой из выбранных целевых групп благодаря реализации всех пунктов календарного плана. То есть вот это конкретно касается пунктов там, где обоснование проекта, да, его краткое описание, вот пункты целевая группа и так далее. Связана ли большая часть пунктов календарного плана с выбранным грантовым направлением? То есть не только описание проекта должно соответствовать грантовому направлению, но и все, получается, все разделы – это цель, задачи, календарный план и даже расход бюджета. Да? Все должно быть взаимосвязано, и все должно совпадать между собой. Логическая связанность должна быть. И также в этом критерии смотрят на то, есть ли письменные подтверждения, письма соглашения о сотрудничестве, иное от каждого из заявленных партнеров. То есть если вы приводите вот 3 партнеров по проекту, от них обязательно должно быть письмо поддержки. Критерий второй – логическая связанность и реализуемость проекта. Соответствие мероприятий проекта его целям, задачам и ожидаемым результатам. Как раз вот этот критерий оценивается именно логика проекта, да, по технологии социального проектирования. Проблема, цель, задачи, мероприятия, календарный план и далее бюджет. Можете тут посмотреть вопросы, да, которые можете себе задать. Например, в проекте сформулирована одна цель. У проекта желательно, чтобы была одна цель, одним, например, предложением. Можно туда включить несколько аспектов проблемы и так далее. Направлена ли цель проекта на решение проблемы выбранной целевой группы? То есть именно вот вашей целевой группы должна быть именно цель вашего проекта касаться вашей целевой группы. Связаны ли ожидаемые результаты проекта с указанными проблемами целевых групп? То есть вот этот критерий, он именно на логику проекта, да. Последовательность реализации проекта, например, календарный план. Есть ли задачи, которые напрямую логически не связаны с целью проекта? Может быть и такое, да. Если все задачи будут решены, будет ли достигнута цель проекта? То есть это начиная от проблемы, цель, задачи, мероприятия, календарный план, результаты. И результаты в сумме, в совокупности должны достигать вашу цель проекта, изначально поставленную. Третий критерий – это инновационность и уникальность проекта. Тут можете ответить себе на вопросы, предусматривает ли проект использование инновационных решений, технологий, методик, описано ли в заявке, как применение прилагаемых новых подходов решения проблемы влияет на эффективность и результативность работы, и описано ли в заявке, в чем конкретно состоит инновационность и уникальность проекта. По этому критерию, например, если у вас проект, ну вообще велосипед изобретать заново не надо, да, у вас высокотехнологичных каких-то проектов не будет, наверное, но вы должны написать у себя, например, да. Вот, например, в Сутарском районе впервые будут проводиться вот такие-то мероприятия, будет внедряться такая-то технология, которая раньше у нас никогда не, например, не применялась и так далее. Это уже тоже будет инновационность проекта.
и его новизна. Четвертый критерий – это соотношение планируемых расходов на реализацию проекта и его ожидаемых результатов, адекватность, измеримость и достижимость таких результатов. То есть в самом критерии написаны принципы составления вообще бюджета, да, и расходов на реализацию проекта. Тут нужно обратить внимание на то, что связаны ли результаты проекта с указанными проблемами целевой группы. То есть проблемы, причины проблемы, задачи, которые у вас были поставлены, и его ожидаемые результаты должны быть связаны. Да? Предложены ли в заявке собственные формулировки количественных показателей результатов? То есть, например, у вас могут быть количественные результаты, могут быть количество людей, прошедших обучение, например, на семинарах, да, получивших консультацию и так далее. То есть те ожидаемые результаты, которые вы прописали в календарном плане, в сумме у вас идут именно вот формулировка количественных показателей результатов. Если вы издали какое-то методическое пособие, это количественный результат. Да? Если вы провели мероприятие, и его сколько-то человек посетило, это также количественный результат. Возможно ли достичь указанных количественных и качественных результатов за период реализации проекта? То есть это также начинается с логики проекта, цель, которую вы себе вначале поставили, и поставили ожидаемые результаты. Возможно их ли достичь именно вот за период реализации проекта. Конкурс гранты главы у нас максимальный срок реализации проекта – это 1 год, да? То есть цель должна быть также реальная, измеримая и достижимая. Соразмерны ли ваши количественные результаты общему бюджету проекта? То есть количество благополучателей, общее число, да, которое вы себе поставили также в план в ожидаемые результаты, и общий размер запрашиваемого гранта, да, и вообще общий бюджет проекта. Могут ли запланированные результаты быть достигнуты при меньших затратах? Тут идет также необходимости, например, приобретать оборудование или его арендовать. Да? Эксперт смотрит, например, например, они покупают компьютерное оборудование, видеокамеру, дорогостоящие, да, очень много техники, и у них в календарном плане, там, где мероприятие, стоит провести 2 вебинара, да, может быть и такое. То есть эксперт смотрит, для чего они это приобретают, насколько это обосновано. Является ли описанная в заявке деятельность по сути коммерческой? То есть бюджет и календарный план эксперт тоже может посмотреть, да, что, например, какие-то услуги, да, они могут быть, в проекте прописано, что они запрашивают заработную плату, да, сотруднику, и при этом они пишут, что вот эти услуги будут оказываться платно. И вообще полностью всю суть проекта эксперт тоже оценивает, да, и оценивает социальность проекта. То есть именно социально направленный проект должен быть, а не коммерческий. Также стоит обратить внимание, является ли описанная в заявке деятельность, выполняются ли ключевые мероприятия проекта не самой организацией, а партнером. То есть ключевые мероприятия должны выполняться самой организацией, которые прописаны в календарном плане. Да? Ни в коем случае нельзя, например, вот ключевые мероприятия включать, например, каких-то индивидуальных предпринимателей или юридическое лицо, и полностью под заказ они реализуют, например, ваш проект. Такого не должно быть. Так, реалистичность бюджета проекта и обоснованность планируемых расходов на реализацию проекта. Это 5-й критерий. Тут нужно обратить внимание, все ли мероприятия проекта обеспечены необходимыми ресурсами согласно бюджету проекта, в том числе собственного вклада. Например, по моему опыту, если посмотреть, да, в очень больших количествах заявках
прописывают только запрашиваемую сумму. И ко всем мероприятиям, которые представлены в заявке, там, где календарный план, должны быть свои статьи расходов. То есть даже если вы мероприятие проводите полностью за свой счет, да, вам предоставляют зал бесплатно, волонтеры организовывают, например, вообще все мероприятие, специалисты вам предоставляют услугу тоже на бесплатной основе, вы все равно это должны прописать в бюджете. И это будет ваше софинансирование и собственный вклад. То есть прям сидите и по каждому мероприятию смотрите, что мне нужно, чтобы организовать и реализовать вот это мероприятие. Себе пишите по пунктам, да, например, здание, стул, стол, компьютер, интернет. И все это должно быть у вас отражено в бюджете, в разделе «Бюджет». Также очень важно прописывать комментарии ко всем позициям бюджета, четко определить состав, детализацию расходов по каждой из такой позиции. У многих также по комментариям к расходам они пишут, например, просто прикрепляют ссылку на товар, да, и все. Там обязательно нужно прописывать, в целях чего приобретается, например, вот это оборудование, запрашиваются средства на оплату труда и так далее, да. Также прописывать функционал сотрудника, которого вы включили в команду, например. Все сотрудники, включенные в команду, должны быть также в бюджете. И прописываться должностной, например, функционал, в рамках какого мероприятия он будет работать, сколько часов в день он будет заниматься вот реализацией проекта и так далее. Все ли запланированные расходы реалистичны и обоснованы? То есть стоимость, например, каких-то товаров, услуг завышать не стоит. Эксперты это тоже проверяют. Можете прикреплять, например, ссылки на прайс-лист, да, среднюю стоимость или указать среднюю стоимость услуги и так далее. Предполагается ли передача приобретаемого за счет гранта оборудования другой организации? Предусматривается ли в бюджете проекта расходы, которые не допускаются или не рекомендуются за счет средств гранта? Как раз на предыдущих вебинарах по бюджету мы говорили, какие расходы вообще не допускаются, да, то есть запрещаются, и какие не рекомендуются. Можете этот вебинар посмотреть от 14 мая. И по вот этим всем критериям смотрит, например, эксперт и оценивает вашу заявку. Именно вот то, что касается бюджета. 6-й критерий – масштаб реализации проекта. В слайде также вы можете увидеть вопросы, которые можете себе задать, да, и тут нужно обратить внимание, например, на то, что приведено ли обоснование выбора территории реализации проекта. Описаны ли проблемы целевых групп на всей выбранной территории реализации проекта, отражен ли в календарном плане проекта заявленный территориальный охват, да. То есть если вы пишете там, где география проекта, в описании проекта, что проект на всю республику, да, то у вас также и календарный план мероприятий должны быть республиканского, например, масштаба. Ну или можете там по частям охватить какие-то районы и так далее. Соответствует ли география проекта реальным возможностям организации? То есть хватает ли у вас ресурсов своих, да, сотрудников при реализации вот этой программы и, например, партнеров своего собственного вклада, например, организовать какое-то мероприятие республиканского масштаба, да, если вы у себя прописали. Выходит ли деятельность по проекту за пределы территории, на которой организация может работать согласно законодательству и своему уставу? То есть смотрите, по уставу, где ваша организация имеет право осуществлять свою деятельность, да? То есть если у вас в уставе стоит география только город Якутск, то вы не можете писать проект на всю республику, например, да? Конкретно ли определена география проекта,
приведены ли наименования районов, улусов или муниципальных образований. Есть ли письменные подтверждения и соглашения о сотрудничестве от каждого из заявленных партнеров. То есть если у вас в проекте вы ведете деятельность, например, в каком-то районе, да, нужно, например, от него письмо поддержки, например, от администрации, что они содействуют, например, в организации ваших мероприятий и вообще разрешают, да, тем более во время ковида и так далее. Собственный вклад организации и дополнительные ресурсы, привлекаемые на реализацию проекта, перспективы его дальнейшего развития. По данному критерию нужно обратить внимание, что несмотря на то, что у нас по порядку участия в грантах главы, да, нету нижнего предела по софинансированию, нужно учитывать, что ниже 25% софинансирования это означает максимум 3-5 баллов, да, по данному критерию. То есть старайтесь в бюджете описывать собственный вклад, даже нефинансовые ресурсы, например, волонтеров и так далее, партнеров. Обоснована ли оценка, расчет собственного вклада в текстах комментариев к соответствующим позициям бюджета проекта? Подтвержден ли заявленный в бюджете проекта вклад партнеров документами от них, в которых указано, что конкретно готовы сделать данные партнеры? Если вы, например, в софинансирование включили аренду зала, да, и так далее, обязательно нужно письмо подтверждения, что вот какая-то организация, например, Дом культуры, готов вам в рамках вот этого проекта предоставить бесплатно зал, да, в аренду и так далее. Описано ли в заявке, как будет развиваться проект по окончании грантового финансирования? В форме заявки также есть такой пункт, и он очень важный, многие его пропускают и не заполняют, да, там пишут, что проект будет продолжаться, и все. То есть вы должны как можно подробнее описать, да, и тем более, если у вас по проекту, по бюджету есть какое-то приобретение, например, оборудование, прописать, что в дальнейшем проект будет развиваться, он не будет заканчиваться, и все вот эти, например, приобретенные оборудования будут использоваться так-то, так-то и так-то. Можете там вот прям так и прописать. Указано ли в заявке, как будут использоваться объекты, которые планируется создать, приобрести, отремонтировать за счет гранта по завершении проекта. Так, 8-й критерий – это опыт организации по успешной реализации программ, проектов по соответствующему направлению деятельности. То есть эксперты смотрят, имеет ли ваша организация опыт устойчивой и активной деятельности по выбранному грантовому направлению. Да? Если, например, вы занимаетесь с детьми там, с какого-то года, обязательно прописывайте там, где вот разделы опыт организации, все очень подробно, какие у вас до этого результаты были, да, и так далее. Перечислены ли проекты, реализованные организацией по выбранному направлению, приведенными в заявке публикациями. То есть очень важны ссылки на публикации, какие-то награды, отзывы, письма поддержки и так далее. По ссылке на публикации, да, до этого мои коллеги тоже говорили про портал, карту гражданских инициатив. Вы там можете нам отправить свои новости вместе с фотографиями, текст. Наши коллеги его выложат, и потом можете, например, в своей заявке прикрепить ссылку на эту статью. Имеется ли у организации сопоставимый с содержанием заявки опыт проектной деятельности по масштабу и количеству мероприятий? То есть если у вас до этого был опыт проведения каких-то мероприятий, фестивалей, да, в масштабе, например, одного населенного пункта, и тут
вы пишете проект и делаете заявку на всю республику, да. Эксперт как раз вот это будет оценивать, и готовы ли вы к этому, имеете ли опыт каждый, например, член вашей команды, да, соответствует ли приведенная в заявке информация о реализованных организацией проектах, сведениям, размещенным на сайте организации или ее группах, страницах в социальных сетях. То есть все ссылки, которые вы прикрепили в своей заявке, эксперт обязательно зайдет и посмотрит, да, соответствует ли информация, которую вы прописали, и информацию в социальных сетях, например. 9-й критерий – это соответствие опыта и компетенции команды проекта планируемой деятельности. По вот этому критерию тоже многие не воспринимают серьезно или как-то так. Команду проекта прописывают очень некачественно. Пишут фамилию, имя, отчество, да, высшее образование, например, опыт работы могут и не заполнять. И важно написать и именно эксперту доказать, что вот этот человек, член вашей команды, имеет профессиональные навыки, опыт, компетенции проводить именно вот те мероприятия, которые вы прописали у вас в календарном плане, и сумеет, например, реализовать вот этот проект. Также и руководитель проекта. Эксперт смотрит, что вот этот человек, да, указанный руководителем проекта, сможет ли он реализовать вот этот заявленный проект. Достаточно ли в команде проекта людей для того, чтобы реализовать все запланированные мероприятия. Например, во многих заявках бывает так, что у них в календарном плане стоят мероприятия, да, например, психологическая консультация, там детей, например, да, социально-психологические какие-то услуги, а у них в команде нету психолога, да. Заходим в бюджет, смотрим, у них, например, не заложены деньги или вообще отсутствует также софинансирование на услуги психолога. То есть эксперт это смотрит так, что вот это мероприятие может быть не исполнено, да. То есть все какие-то мероприятия, услуги, все, что касается проекта, должны быть или в команде проекта, да, они могут это мероприятие провести, или вы приглашаете, например, какого-то специалиста или эксперта. Соответствуют ли указанные в заявке компетенции, опыта члена команды специфики мероприятий календарного плана? Расписан ли подробно опыт работы, сведения об образовании? Есть ли в профилях членов команды ссылки на их профили в социальных сетях, да? То есть они могут зайти на ваши соцсети и посмотреть, реален ли этот человек, реально ли он занимается вот такой деятельностью и так далее. И самое главное, совпадают ли должности, роли членов команды проекта в разделе «Команда проекта» с соответствующими позициями в бюджете проекта. То есть если в бюджете член команды записан как координатор, он должен быть в разделе «Бюджет проекта» называться также координатор, да. Обычно бывает так, что у них в команде проекта написана другая должность, а запрашивают они деньги на другую должность. Такое тоже очень часто встречается. И имеется ли у руководителя проекта опыт успешной реализации подобных проектов, сопоставимых по масштабу и тематике? Но это тоже касается и опыта работы, да, образования и вообще опыта реализации социальных проектов. Информационная открытость организации. Вот этот критерий тоже очень важный. И на слайде также представлены вопросы, которые вы можете себе задать, да, как самопроверка. Соответствует ли приведенная в заявке информация о реализованных организациях проекта сведениям, размещенным на сайте организации или ее группах в социальных сетях. То есть даже если вы у себя там можете прописать хоть 5, хоть 10 реализованных проектов, да, у вас в социальных сетях или на сайте должны быть подтверждающие какие-то публикации, статьи, публичные отчеты и так далее. Соответствует ли организация стандарту информационной открытости некоммерческой организации? Имеется ли у организации действующий, постоянно обновляемый сайт?
Легко ли найти информацию о проводимых организацией мероприятиях с помощью поисковых запросов в интернете? Ведется ли организация страницы, группы в социальных сетях? Приведены ли в заявке ссылки на публикацию о деятельности организации в СМИ? То есть не у каждой некоммерческой организации, конечно, имеется свой сайт, да, но хотя бы нужно сделать и вести страницу в социальных сетях. И она должна быть активная. То есть эксперт заходит по ссылке, смотрит, да, а, а, смотрит на ваши публикации и сравнивает с заявкой. Если у вас, например, написано, что вы проводили такие-то, такие-то мероприятия, в социальных сетях должны быть публикации о том, что у вас, например, проведены те мероприятия, которые указаны в заявке. По критериям оценки у меня все. И также хочу сказать и напомнить, что у нас 3 июня тоже будет вебинар. В чате также можете написать свои запросы, на какую тему вы бы хотели услышать вебинар от наших коллег. Прием заявок на экспертизу у нас идет. Можете отправлять на этой неделе, да, а следующая неделя уже мы, наверное, не будем успевать всех проверять. И прием заявок на конкурс, напоминаю, длится до 7 июня до 23:30 часов, да, по городу Якутску. Да. У нас в чате поступили, да, вопросы? Посмотрю. Мгм. В чате вопросов нету, может, кто-то хочет задать вопросы. Добрый Можете день, да, начать. Ага, есть добрый день. вопрос. Мгм, Добровольно-пожарная команда Нерюнгринского района, Фабрин Ренат Сергеевич. Скажите, мгм, пожалуйста, хотелось бы вот все-таки получить опыт в плане того, что как правильно насчитывается заработная плата, какие критерии. мгм. И вот сейчас зашла речь о том, что выбирается, скажем так, вот вы говорили, что, как скажем, должность сотрудника, да, Мгм. кем является сотрудник, на каких основаниях он у нас находится, на договорной основе гражданско-правовому договору, да? Мгм. Нужно ли подтверждение этого всего? Ну, допустим, я вам приду пример Мгм. добровольной пожарной команды, да? У нас имеются по сути, все сотрудники, потому что они все являются добровольцами добровольной пожарной команды. Они занесены в реестр А, каждый, на них оформлены страховые полиса, там, с ними заключены договора, соответственно, да? Могу ли я гарантию всех указывать на заработную плату? И как она насчитывается, заработная плата, какие критерии? Я читал, конечно, об этом статью, но вот каждый раз, когда я с этим сталкиваюсь, Так, это у меня звук пропадает или у вас пропадает? Меня слышно, да? звоните мне. Да-да, слышно. Ага. Насчет расчета оплаты труда, да. В методических указаниях и на предыдущем вебинаре я тоже рассказывала. Можете потом ко мне или лично написать, какие у вас там проблемы. Мне можете, например, проценты насчитать, да. Я могу вам помочь. По должностям, да, в проекте у члена команды может быть любая должность, именно вот, которая касается этого проекта. То есть, например, я в едином ресурсном центре работаю экспертом-аналитиком, да, но в данном проекте, в котором мы, например, пишем, разрабатываем, я могу выступать руководителем проекта. То есть какой вы функционал в рамках проекта даете этому человеку, у него может быть такая должность в проекте именно. То есть, например, даже если руководитель самой организации может быть не руководителем проекта. То есть то, что касается проекта, и по должностям вы прописываете по функционалу именно этого человека, роли этого человека в данном проекте. Я Всё ответила на понял, ваш спасибо. вопрос? Да-да, Ага. спасибо.
Так, тут в чат поступают вопросы. Можно ли просмотреть запись вебинара еще раз? Да, можно. После завершения вебинара запись будет доступна на нашем YouTube-канале. Да. Еще будет конкурс в этом году. Грантов главы в этом году уже не будет, но в сентябре начинается прием заявок на фонд президентских грантов. Там можете, например, участвовать, да, и вообще очень много конкурсов есть, на самом деле существует. Мы на своей странице на Инстаграм стараемся все конкурсы собирать и составлять дайджест конкурсов. Там мы прописываем, с какого прием заявок начинается, когда заканчивается прием заявок и вообще про сам конкурс. Пожалуйста, подписывайтесь на наш Инстаграм и можете там смотреть информацию. Если готова заявка, как можно ее переслать для предварительной проверки на наличие ошибок? У нас тут, наверное, отправили в чат контакты. Наш системный администратор сейчас тоже продублирует. Можете отправлять нам на электронную почту resursinfo@gmail.com, и мы обязательно ее проверим с указанием логина и пароля от портала. Да? Мы зайдем, посмотрим, ничего там редактировать, менять, ничего мы там не редактируем и не меняем, просто оцениваем заявку и вам пишем обратную связь, да, какие замечания можете или что-то подправить. Зарплату руководителя и бухгалтера как оформить? Ну, обычно руководитель проекта в бюджете включает в статью расходов оплату труда штатных работников, но можно его включить и как по договору гражданско-правового характера. А бухгалтера обычно, если у вас он как физическое лицо, да, его можно включить там, где расходы на гражданско-правовым договорам, или если вы, например, отчетность заказываете услуги у ИП или ООО, аутсорс, да, то его включаете в соответствующую статью оплата юридических, консультационных услуг и так далее. Скажите, пожалуйста, можно вопрос? Ага, здравствуйте. Вот некоммерческая организация, если я летом зарегистрируюсь, то я могу участвовать в сентябрьском? В фонде президентских грантов, да? Да. Так, там, получается, у нас должно быть регистрация от 6 месяцев, по-моему. И по некоторым направлениям, по долгосрочным проектам, и, например, там, если по направлению ресурсные центры, то там ограничение год. Вот, например, вот теперешний конкурс и фонд президентских грантов, они чем отличаются? Фонд президентских грантов – это федеральный конкурс, получается, всероссийский. А гранты главы Республики Саха-Якутия – это именно конкурс, который проводится у нас внутри Республики Саха-Якутия. В прошлом году он тоже проводился, бюджет там был около 56 миллионов, да? А в этом году 103 миллиона с учетом софинансирования фонда президентских грантов. То есть вот в этом конкурсе гранты главы могут участвовать только некоммерческие организации Республики Саха-Якутия. В этом конкурсе могут участвовать независимо от времени регистрации или какой-то... В грантах главы такого ограничения нету. Поэтому даже если у вас организация зарегистрировалась официально там месяц назад, вы можете участвовать. А на следующий год вот такой конкурс, когда планируется, например? Я точно не могу сказать, но в прошлом году примерно было в это же время, да, май-июнь, и в следующем году, наверное, также будет. В этом году, например, тоже. И реализация начиналась в прошлом году, по-моему, в августе, сейчас тоже сентябрь, да, по-моему, и до августа следующего года. А вот в оплате работников, например, там какие-то не критерии, а вот тарифы существуют или нет? Например,
мне нужен массажист и инструктор, да? Вот, сколько они должны получать? Так, ну, как я до этого говорила, вот именно по составлению бюджета там, где оплата труда, да, или вообще оказание услуг, вы можете обосновать и написать, что, например, по городу Якутску стоимость услуг массажиста, да, именно какого массажиста там, массажисты, например, разные бывают, и именно какой массаж, да, стоит вот столько-то рублей, да, средняя стоимость вот услуг массажиста на 1 час, например, стоит столько-то рублей. Можете привести там, например, прейскурант какого-нибудь, ну, какой-нибудь организации, да, которая вот эти услуги оказывает. И у себя, например, в бюджет также включить. Хорошо, спасибо. Вообще по труду вот волонтеров, специалистов, например, у вас собственный работник, да, будет бесплатно, например, сколько-то месяцев реализовывать проект и оказывать какие-то услуги, вы это можете считать по средней заработной плате, например, таких работников, да, или стоимости услуг за 1 час и так далее. То есть в обосновании так и пишите. Хорошо, спасибо. Так. Итоги конкурса ФПГ до окончания приема заявок конкурса главы РСЯ будут известны. Вот этого я точно не могу сказать, но итоги конкурса фонда президентских грантов будут где-то, наверное, в середине июня объявлены. И потому что реализация начинается уже с июля. Так, вопросов в чате больше Добрый не день. попало. Добрый день. Хотелось бы уточнить по поводу реализации сроков, да? Вот когда вот на платформе мы забиваем календарный план, то выходит только с 1 сентября, начало реализации. Ну, начало реализации с 1 сентября и до окончания, до конца августа следующего года. То есть ровно 12 месяцев. Январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, да. 12 месяцев. У вас проект может длиться все 12 месяцев, может меньше. Это по вашему усмотрению. У меня еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, вот, например, победителям, например, вот денежные средства, как они используются на счет, и с этого счета вот по мероприятиям и по оплате оттуда берутся, да? Или как? Да. Ну, вообще специального счета в грантах главы нету, да, как, например, в фонде президентских грантов. Фонд президентских грантов открывает специальный счет именно по средствам грантовым средствам. В нашем конкурсе такого нету, но деньги поступают на счет организации, которая имеется, например, да, у организации сейчас, например, на данный момент открытый. И работаете с ними так же, как и со своими, вот получается. Но подтверждающие документы и старайтесь в бюджете включать вот расходы, которые идут, например, именно по счету, да, безналичным расчетом. Ну, так легче для вообще отчетность давать. Ясно. В Инстаграме спрашивают, если у него нет опыта участия в грантах, не стоит даже участвовать. Нет, я бы так не сказала, потому что у каждой организации первый опыт работы все равно как-то начинается, да. Просто советую вот по сегодняшним критериям, например, опыт организации касается только вот одного критерия, да, и, например, начинать с маленького. То есть ваша организация все равно чем-то занимается, да, некоммерческая организация, например, проводите какие-то мероприятия, и проект можете писать, например, в масштабе города Якутска или даже какого-то района города Якутска, какого-то населенного пункта и так далее. То есть надо начинать с малого, пока нарабатываете свой опыт и опыт вообще пользоваться денежными средствами гранта, да,
Главное даже не получить грант, а потом еще и отчитаться о реализации проекта. Есть потолок суммы для таких организаций? В грантах главы нету потолка, да, но я вам советую, например, если вы участвуете в первый раз, писать проект до 500 тысяч. А в фонде президентских грантов, например, те организации, которые зарегистрированы, новые организации, да, им тоже рекомендуется писать проекты до 500 тысяч рублей. И если откроете вот методические рекомендации по оценке заявок фонда президентских грантов, у них там прям имеется табличка, где критерии оценки, коэффициенты разные. То есть для проектов до 500 тысяч там разные коэффициенты, проекты от 500 до 3 миллионов там разные. И потолок, именно вот проходной балл, он отличается. Если у проектов меньше, например, на меньшую сумму, там проходной балл, каждый год разный, но это обычно 62 балла. А если проекты, например, на более чем миллион, на 2-3 миллиона, у них уже потолок выше. Это может быть там и 70 баллов, и 72 балла. Еще у меня один вопрос. Вот, например, закончился проект, да, через год. Ну, например, если я хочу его расширить, то тогда, например, как это будет выглядеть, например, как социальное предпринимательство, я его могу продолжить, да? Так, в принципе, можете, потому что некоммерческая организация имеет право вести деятельность, приносящую доход, да, но этот доход, средства, например, должны расходоваться на вашу уставную деятельность. И участие в грантовых конкурсах этого не запрещается, то есть вы можете развить свой социальный проект до проекта, например, по социальному предпринимательству. А социальное предпринимательство, это уже как другой вопрос будет, да? Там финансирование другое или поддержка другая, да? Да. Для социальных предпринимателей также существуют различные конкурсы. Тогда я могу, например, на социальные перейти и участвовать уже в социальной предпринимательской деятельности, да, в конкурсах. Так получается. Что еще раз? Ну, получается, я могу год проработала, потом как бы перехожу на социальное предпринимательство и участвую на их конкурсе. Так получается, да? Насчет этого я точно не знаю, но да. в принципе это возможно. Спасибо. Это как проекта, может быть. Добрый день. Да. Можно спросить насчет письма поддержки, на чье имя писать? Письмо поддержки писать на имя уполномоченного органа, на министра молодежи. Савгадаева? Хорошо. Нигде не указано именно кому писать, но... Или можно так просто отправить, прикрепить? Там же в шапке кому лучше написать, что министру молодежи. Он является уполномоченным органом. Хорошо, спасибо. Еще можно вопрос. Например, вот письмо поддержки только хватит, да, от партнеров? Или что там еще прибавить? Но письмо поддержки, соглашение, да, одного документа хватит, да, чтобы это как бы на финансирование включить. Да. Я не очень поняла ваш вопрос, но, как я до этого говорила, все указанные партнеры, да, там, где вот в заявке партнеры проекта, желательно от них, от всех, чтобы были письма. Этого достаточно, да? Да, если партнер указан, и от него нету письма,
эксперт может посчитать, что вы сами написали, а партнер, может быть, даже и не знает, что вы его включили партнером в проект. Ага, хорошо, спасибо, ясно уже. Так, один и тот же проект на 2 конкурсах ФПГ или Ильдархана мы можем подать. Надеялись, что итоги ФПГ объявят до окончания срока приема заявок Ильдархана. Один и тот же проект вы, в принципе, можете подать, но тут смотрите по бюджету, да. То есть в этом году изменения как раз в фонде президентских грантов они включили, чтобы заявки и расходы по ним, по тем одним и тем же статьям расходов и мероприятиев не дублировались, не сдваивались. Например, вы тут запросили средства на приобретение памятника, да, а и тут у вас в бюджете такое же. То есть если вы до этого подавали в фонд президентских грантов и хотите подать на Ильдархан, откорректируйте немножко бюджет, да. Смысл проекта может оставаться таким же, но вы можете запросить, например, средства, которые не запрашивали в фонде президентских грантов по вот этим статьям. Еще есть, да, какие-то вопросы? Все ли написали в чат, потому что после вебинара всем направят вот эту презентажку, да, и вообще будут рассылаться наши контакты, ссылки на наши ресурсы. Всегда будете в курсе наших мероприятий и вебинаров. Если вопросов больше нету, то мы заканчиваем наш эфир. Ага, всем спасибо за участие. До свидания.